Ребят, я очень рада встрече нашей с вами. Я представляю здесь Музей театрального искусства, и мы будем говорить о театре. Излишне говорить о том, что наша жизнь невозможна без духовной составляющей. Это прежде всего театры, музеи, книги, вот среди которых мы сегодня сидим. У нас в музее представлена история всех наших театров. Значительное место занимает экспозиция, посвященная нашему национальному театру, нашей гордости. Как говорил Островский, театр – это признак совершенства нации. И у нас есть этот признак, у нас есть свой театр. Совсем недавно был юбилей. В 2015 году театру исполнилось 80 лет. Это серьезная дата, и это повод вспомнить, с чего все начиналось. Поговорить о первом народном артисте нашей республики, легендарном Соломоне Таутиеве. А начиналось все в 1931 году, когда наше правительство обратилось в Москву, в театральный институт. Тогда, ныне он ГИТИС, а тогда он назывался ЦИТЭТИС. И наше правительство обратилось с просьбой принять на обучение группу девушек и юношей с тем, чтобы они потом составили основу национальной труппы. Знаете, это же все не происходит сразу, вмиг, просто так. Были свои предпосылки. На всех фабриках, заводах, в учебных заведениях были драматические труппы, были народные театры, и уже в самом воздухе витала необходимость создания национального театра. Москва откликнулась с согласием, и здесь создали комиссию, ходили по учебным заведениям, ездили в самые дальние горные села, смотрели всех молодых людей, которые хотели учиться этому ремеслу. И было отобрано всего 50 человек. И уже из Москвы приехала комиссия, и из этих 50 отобрала 18 юношей и 12 девушек наиболее талантливых. Знаете, когда они прибыли в Москву, вот вспоминали все, и студийцы сами рассказывали об этом, и писали об этом многие из них, это была живописная картина. Они же в основном все были из горных сел, из дальних аулов. У них ни у кого почти не было законченного среднего образования. Они прибыли в Москву в черкесках, в каких-то самодельных чувяках, с узлами, с осетинской гармошкой. И на них смотрели как на чудо. И многие из них, вот самое удивительное для меня, например, многие из них никогда не видели профессиональный спектакль на профессиональной сцене. И они очень отдаленно представляли, чему они будут учиться, чему их будут учить. Художественным руководителем студии был назначен замечательный педагог Станицын, Виктор Станицын, его помощником был Иосиф Раевский. Оба ученики школы художественного театра, оба ученики Станиславского, великолепные педагоги, но у них были свои трудности. Им приходилось элементарным вещам обучать студийцев. Они учили их, как держать себя в обществе, как сидеть за столом, как одеваться, ну, всем вот этим тонкостям и премудростям. И еще, конечно, был барьер. Многие из них, неважно, владели русским языком. Интересно воспоминание Станицына, педагога, что очень сложно было найти со студийцами общий язык. Притом общий язык не в общепринятом смысле слова. Тут как раз было все нормально, потому что они с удовольствием учились, они впитывали как губка все, что им говорилось. Но вот, например, проявление чувств. Задается этюд двум молодым актерам. Показать встречу отца и сына после долгой разлуки. Ну, в процессе учебы проходят студенты через такие этюды. Выходят студийцы и останавливаются поодаль друг от друга. Ну, Станицын растерян. Может быть, они не поняли задачу? Нет, все было понятно. Но дело в том, что у осетин считается выражением крайнего неуважения даже после разлуки долгой, если отец бросается на шею своему сыну или наоборот, сын бросается на шею своему отцу. Основа всех этих чувств одна. Все мы одинаково чувствуем. Но форма
проявление, она разная. И вот этому всему надо было учить студийцев. Конечно, это было сложно. Но вот прошли годы учебы, были поставлены 4 дипломных спектакля. Героическая драма Циновского «Судьба», это старинный французский фарс «Адвокат Патлен», это «Лгун» Мольера и только что вышедшая пьеса Корничука «Платон Кречет». Успешно сдав экзамены выпускные, они вернулись домой, приехали домой вместе со своими педагогами. И вот тут пошла работа, серьезная, профессиональная, шились костюмы, делались декорации, строились, шли бесконечные репетиции. Надо было подготовиться к открытию театра. И вот 10 ноября 1935 года, я когда об этом говорю, всегда почему-то волнуюсь, торжественно открылся Осетинский национальный драматический театр. Открылся спектаклем «Платон Кречет». Притом своего здания-то не было. И открытие состоялось в зале Дома офицеров. Открытие вылилось в настоящий праздник, народный праздник. Были поздравления, были цветы. А спектакль «Платон Кречет» всех покорил и потряс. Никто не ожидал от вчерашних молодых людей, которые жили здесь и рядом, что теперь они, по выражению одного из педагогов Раевского, вполне законченные актеры. Много было удачных, конечно, работ в спектакле. Это и Борис Барукаев, Анна Дзукаева, и Серафима Икаева, которая впоследствии стала одной из ведущих актрис Осетинского театра. Но безусловным украшением спектакля был Соломон Таутиев в роли Платона Кречета. Соломон Таутиев приехал уже домой с характеристикой, в которой была строка «Рекомендован на главные роли». И он действительно играл на сцене театра только главные роли. И вот первый спектакль, главная роль Платон Кречет. Его Платон дышал искренностью, цельностью, благородством, внутренней силой. И он сразу покорил зрителей. Он сразу стал первым среди лучших. Сыграл Таутиев на сцене театра очень много ролей разных, хотя играл и творил совсем немного, 10 лет. 10 лет. И за 10 лет работы в театре он остался абсолютной легендой и мерилом актерского мастерства в Остинском театре. Роли были разные. Дон Гуан, Платон Кречет, о котором я уже рассказала, и Хашби, какие героические были образы. Хашби, Авхартахашана, Коста, Незнамов. Он умел апоэтизировать любую свою роль, любой образ. Почему он сразу заявил о себе как герой-романтик, как актер-романтик. Театр, конечно, строился, прочный фундамент заложили многие актеры, замечательные имена. Среди них и Таутиев, и Тхапсаев, народный артист СССР впоследствии, и Серафима Икаева, Тамара Коряева, Барукаев, Балаев, можно перечислять. Но чье творчество, кого из актеров оказало или сыграло основную роль в определении будущего театра, в определении направления творческого, это, конечно, были Соломон Таутиев и Владимир Тхапсаев. Безусловно, именно они взяли вектор на героико-романтический театр, и до сих пор наш театр трактуется именно таким образом. И в этом, конечно, очень большую роль сыграл Соломон Таутиев со своими романтическими образами. Его игра не только покоряла, волновала, его игра потрясала. И вообще называть игрой нахождение Таутиева на сцене можно очень условно, потому что он жил на сцене, он проживал каждую свою роль на сцене. Все по Станиславскому. Актерские возможности Таутиева были безграничны и многообразны, что ли. Но бесспорно, именно роли в национальной драматургии принесли ему огромную славу и любовь зрителей.
И первая из таких ролей была роль Хашби, народного героя, всеми любимого, легендарного. И, конечно, перед Соломоном стояла задача не разочаровать зрителей. Он очень скрупулезно работал. Сдержанность, скромность, взвешенность каждого слова, скупой жест, никакой суеты, но огромная внутренняя сила. Вот каким был Хашби в исполнении Таутиева. И такого Хашби, безусловно, принял зритель. Пьесу Нигера и Епхиева «Коста» театр взялся ставить к юбилею поэта. Но опять тема такая ответственная. Показывать на сцене образ всеми любимого поэта театру, который вот недавно только начал работать, еще нет опыта. Ну, конечно, было страшно, конечно, было ответственно. Но наличие такого актера, как Соломон Таутиев, актера-романтика, давало возможность создать впечатляющий образ поэта-революционера. Успех превзошел все ожидания. Все вспоминали потом, что площадь перед театром была всегда полна людей, если давался Коста. Все хотели попасть в зал, а спектакли давались первые годы в Русском театре, потому что, как я уже говорила, своего здания не было, и молодой коллектив приютил Русский театр, и они работали в здании Русского театра довольно долго и давали спектакли в очередь. Вечер работал Русский театр, вечер работал Осетинский театр. Это вот такое лирическое отступление. И люди, которые не сумели достать заветный билетик на спектакль, они не расходились. Они вот там стояли перед театром на площади, чтобы хоть одним глазком взглянуть на оживший образ того, чьи стихи так любимы народом. Соломон Таутиев становился вровень со своими героями, которых он играл. Коста он играл вдохновенно, и трудно было даже понять, где заканчивался актер Таутиев и начинался поэт Коста. И как Таутиеву удавалось объединить сотни зрителей в единое дыхание. Это было удивительно на самом деле. Он был настоящий волшебник на сцене. Но волшебникам тоже так просто. Одно дело, что тебе Бог много чего дал. Прекрасные внешние данные, очень красивый голос, выразительные глаза. Ну, все было необходимое. Но самое главное, у него был талант, и к таланту огромная титаническая работоспособность. Вот что давало такой результат. Вот почему сегодня мы о нем говорим, вспоминаем его, и я хочу, чтобы вы все им гордились. Об актерах часто говорят, вот здесь даже о очень талантливых актерах, что здесь он сыграл лучше, вот в этом спектакле он так чуть хуже. Но это не касалось Соломона Таутиева, у него не было слабых работ. Не было слабых работ. Он так перевоплощался, он так умел перевоплощаться, отходить от себя самого, вживаясь в образ, становиться совершенно другим, часто даже не похожим на себя. Вот в этом была некая магия. Хочу еще такую ремарочку сказать. Сама пьеса Нигера и Епхиева, она не очень совершенна, там много шероховатостей. Но игра Таутиева, она абсолютно все скрадывала. Всех этих шероховатостей было незаметно. Было даже удивительно, если бы тем зрителям говорили о каких-то шероховатостях. Настолько было магическое воздействие Соломона Таутиева на зрителей. Но все это работы, образы в национальной драматургии в основном. А вы наверняка задаетесь вопросом, а каков же он был в классике? Ведь классика, она глубже, она сложнее, наверное, труднее вживаться в образ, доходить до самого дна. Классика бездонна. И тут вот я хочу сказать, во-первых, о его Дон Гуане в пушкинском. Дело в том, что маленькие трагедии Пушкина, в том числе «Каменный гость», совершенные произведения, но они очень трудно поддаются сценическому воплощению. Успехов в этом
Очень мало. Ну, я, например, не могу сказать абсолютные какие-то успехи, но Таутиев и здесь одержал победу. Его Дон Гуан не был рядовым соблазнителем. Он был сам рабом своей страсти к красоте. И эта роль была для него знаменательна, потому что она окончательно определила романтическую направленность его актерского творчества. Я поделюсь с вами воспоминанием замечательного нашего режиссера, драматурга, много лет возглавлявшего театр наш осетинский, с чьим именем связано много успехов, Георгия Доментьевича Хугаева. Он начинал актером и играл на одной сцене с Соломоном Таутиевым. И вот он как вспоминал о спектаклях, где он с ним играл, в частности, о спектакле «Без вины виноваты» по пьесе Островского. Ну, понятное дело, Соломон играл Незнамова, а Георгий Хугаев играл Миловзорова, его антипода. Незнамов умный, талантливый, а Миловзоров, он завистливый, неумный, неталантливый. Вот. И вот когда в финальной сцене Соломон говорил свой знаменитый монолог о матерях, бросающих своих детей, у Георгия Хугаева по щекам катились слезы. За это он получал большой нагоняй от режиссера спектакля Евгения Сахарова. «Ну чего ж ты плачешь?» – говорил он ему. «Ты же должен радоваться, ты же ему завидуешь, ты должен злорадствовать, потому что, ну, он умный, талантливый, а ты бездарность». Но на очередном спектакле опять по щекам Георгия Хугаева катились слезы, потому что он ничего не мог с собой поделать. Вот таково было воздействие магическое, как я уже говорила, Соломона Таутиева не только на зрителей, но и на своих коллег на сцене. Роль Авхарта Хашана, песенного героя осетин, он играл уже очень больным, очень больным. Постановка относится к 1945 году. Поставила спектакль Елена Георгиевна Маркова. И когда Соломон появлялся в начале спектакля на сцене с охотничьей добычей на плече, молодой, красивый, жизнерадостный, и, перепрыгивая с камня на камень, спускался к пещере, где они жили с матерью, а мать играла великолепная Варвара Каргинова. Это был один из лучших дуэтов вообще в истории осетинского театра. Зал его сопровождал овацией. Вообще каждый выход Соломона Таутиева сопровождался овацией. И вскоре он узнает от матери, кто его враг, кто убийца его отца. И здесь он преображался, когда мать выносила ему одежду отца, черкеску, оружие, шапку. Он преображался на глазах. Из вот этого жизнерадостного юноши он превращался в сосредоточенного взрослого человека, который готовился к смертельной схватке со своим врагом Кудайнатом. Его играл замечательный тоже актер Майырбек Цаликов. Он одерживает верх над своим врагом, но в финале спектакля, когда он весь израненный, прижавшись щекой к земле, тихо умирал на сцене, зал рыдал в голос. Плакали и старики, и вот такие молодые люди, как вы. Никто не мог сдержать слез. Вскоре после этого Соломон ушел из жизни. В июне 1945 года Соломона Таутиева не стало. Хоронила его вся республика. И гражданская панихида была в фойе Осетинского театра, двери были настежь. Площадь перед театром была полна людей, гремела песня об Авхарта Хашана, и все плакали. Соломон Таутиев мелькнул, как яркая комета на небосклоне, и исчез. Он действительно очень недолго работал, но какой же он яркий след оставил. Вот сегодня мы о нем говорим, сегодня мы его вспоминаем.
И я думаю, что вы запомните это имя. Он оставил очень яркий след в истории осетинского театра, осетинской сценической культуры. И действительно, этим именем мы все можем гордиться. Спасибо вам за внимание.